Темп прироста новых случаев снизился, и за неделю он составил 0,7%. На этой неделе коронавирусом в Татарстане заболели 253 человека. Это значительно меньше, чем недели раньше, что укладывается в общую динамику спада пандемии. Однако о победе над заболеванием и полном снятии ограничений и речи пока не идет. Мы находимся на втором этапе снятия ограничений. В рамках визита председателя правительства, руководителя Роспотребнадзора, она тоже осознает серьезную опасность пока. Есть регионы, которые очень значительно превышают. Екатеринбург, Ханты-Мансийск. Сейчас в Татарстане на обязательной самоизоляции остаются более 1000 человек. Некоторые нарушают режим, их привлекают к ответственности. Не удается полностью уберечь людей от заражения на работе. За отчетный период появились 37 случаев заболевания в 23 новых трудовых коллективах. К сожалению, исключить занос инфекции не всегда возможно, но предотвратить ее распространение внутри коллектива в наших силах. Поэтому обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. Поводов для расслабления нет, и выполнять комплекс всех необходимых мероприятий крайне важно. Рустам Минниханов призвал соблюдать все меры безопасности. При этих условиях необходимо в срок завершить все работы по строительству и ремонту жилья и социальных объектов. Так, к осени и наступлению холодов нужно капитально отремонтировать более 1000 домов. Все запланированные программы работы должны быть завершены к началу отопительного сезона. Прошу всех задействованных руководителей принять все меры для этого. Аграриев республики, в свою очередь, заранее настраивают подготовить к уборочной комбайны и прочую технику. Как отметил глава Минсельхоза, хлебная масса ожидается большая. Большие вопросы и к животноводам. В 19 районах сократилось поголовье скота. Всего по Татарстану не досчитались более 7000 коров. Главам муниципальных районов инвесторам было дано поручение взять на особый контроль по вопросам развития животноводства, в том числе и стабилизации поголовья. Наибольший минус в Мензелинском районе. Здесь Камский бекон не выполнил свои договоренности по восстановлению поголовья, но обязательства по строительству нового комплекса и закупка племенного скота он себя не снимает. Необходимо строить инфраструктуру и проводить коммуникации к земле для многодетных семей. В этом году им выделено более 1000 участков. Чтобы обеспечить жителей Казани, задействовать федеральные земли в Высокогорском районе. Дмитрий Аринин, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.